Здравствуйте! В эфире «Настоящее время». В Вашингтонской студии Александр Панов. Главное в сегодняшнем выпуске. Джохар Царнаев признан виновным коллегией присяжных по всем 30 пунктам обвинения. Ему грозит смертная казнь. Литва прекращает, а Молдова планирует прекратить вещание российских каналов. Грузия вспоминает всех погибших в Тбилиси в 1989 году от рук советских военных. Передаем слово Праге. Сергей. Спасибо, Александр. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. О новых военных преступлениях на Донбассе сообщает международная организация Amnesty International. Речь, в частности, о казнях пленных украинской армии, в чем наведне признавался боевик, россиянин Арсений Павлов, более известный как Моторола. Шахида Якуб подробнее. Подробностями расправы над пленными украинскими солдатами в Дебальцево свидетели поделились с правозащитниками. Вот что сказал нашей программе один из них. У нас есть фотосвидетельства их, то, что они убиты, видны их тела, видна причина смерти, это огнестрельные ранения. Очевидцы также сообщают об убийстве военнопленных из числа киборгов, защищавших Донецкий аэропорт. Всех взятых в плен в составе этой группы в Донецком аэропорту, это 12 человек, продолжительное время избивали железными прутами, пытались выяснить, кто является пулеметчиком. Игорь сказал, что таковым является он. После этого его избиение продолжилось, было крайне жестоким. Состояние его было настолько плохо, что ему потребовалось вызвать скорую, но вместо скорой пришел человек, известный под именем Моторолы, и сказал, что он его излечит сам, и выстрелил ему дважды в висок. Представители Amnesty International обеспокоены тем фактом, что обе стороны конфликта действуют вне гуманитарного права. Мы неоднократно заявляли о том, что обеими сторонами в ходе конфликта на Донбассе совершаются действия, которые прямым образом противоречат обязательствам сторон согласно международному гуманитарному праву, согласно законам и обычаям войны. Высказывали беспокойство относительно жестокого обращения и пыток в отношении людей, содержащихся в плену и теми и другими. В России на официальном уровне обозначили СМИ с ярко выраженной антигосударственной позицией. Это была цитата. В финансировании именно таких медиа Следственный комитет в своем запросе обвинил Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. Все началось с того, что газета «Известия» опубликовала расследование, согласно которому агентство в 2010-2014 годах субсидировало независимые издания и электронные СМИ. Из Москвы Андрей Королев. Следователь по особо важным делам Фролов просит руководителя Роспечати Михаила Сеславинского предоставить информацию о финансировании московского комсомольца, «Новой газеты», телеканала «Дождь», радиостанции «Эхо Москвы», информационного агентства РБК, ежедневной аналитической газеты РБК Дейли, интернет-сайта «Большой город», журнала «Снопа» и сайта «Слон.ру». Так, следователь Фролов пишет, что Роспечать в период с 2010 по 2014 годы на основании решения экспертного совета агентства оказала государственную поддержку газетам и электронным изданиям на десятки миллионов рублей. Однако выясняется, что финансирование газеты «Московский комсомолец» по объему сопоставимо с финансированием «Комсомольской правды», и речь идет о субсидировании приоритетных тематических направлений и рубрик. Борьба с наркоманией, например, или подготовка к Великой Отечественной войне, или детская литература. Я думаю, что это общая тенденция, которая сегодня присутствует для ряда политических деятелей, политических партий и некоторых государственных деятелей, поиск врагов. Во что бы то ни стало, нужно найти везде и всюду врагов. На «Дожде» нам пояснили, что грантовое финансирование телеканала почти в 10 раз меньше аналогичного финансирования телеканала «Мир», не говоря уже о более крупных компаниях, таких как ВГТРК, Первый канал или НТВ. Впрочем, уместнее всего речь вести о политическом давлении на так называемые антигосударственные средства массовой информации. Создана гигантская машина государственной пропаганды, под чье влияние попало огромное количество населения. И эта государственная машина пропаганды, в которую включают и государственные, и негосударственные СМИ, получает гигантские вливания из бюджета, что категорически извращает рынок средств массовой информации. И в этой ситуации независимые СМИ выживают с трудом, потому что они не могут конкурировать с такими монстрами, как Life News и «Известия», куда вкачиваются все новые и новые деньги. Андрей Королев, «Настоящее время», Москва. Российские телеканалы в Молдове могут закрыть. Парламент страны готовится рассмотреть законопроект о запрете ретрансляции зарубежных политических передач и новостей. С такой инициативой выступает правящий альянс, однако оппозиция расценивает это как попытку ограничения свободы слова.
Пока молдавские депутаты активно обсуждают перспективы полного запрета вещания российских телеканалов на территории страны и размышляют, надо ли обсуждать этот запрет с народом, топ-менеджеры медиаиндустрии почти уверены, что законопроект вряд ли наберет большинство голосов в парламенте. Даже если это будет рассмотрено, то вступление в действие это будет, безусловно, там в конце этого года или в начале следующего года, потому что у нас вообще российские каналы пользуются очень большой популярностью среди населения. Согласно социологическим опросам, самым популярным среди молдаван политическим лидером является вовсе не президент республики или глава парламента, а Владимир Путин. Эксперты связывают это с засильем российских телепрограмм в молдавском эфире. В тройку самых популярных в республике каналов входят те, кто ретранслирует НТВ, Россию и Первый канал. Въезд на территорию страны уже запрещен российским журналистам Дмитрию Киселеву и Андрею Кондрашову. А теперь дело может дойти до прямого запрета российского вещания. Мы против пропаганды, лжи и манипуляций. Но за этим законопроектом скрывается чрезмерное ограничение свободы выражений. Журналисты и ведущие телепрограмм будут обязаны просить у своих гостей предъявить доказательства в случае обвинительных высказываний. В отсутствие доказательств ведущий обязан прервать дискуссию. У столь кардинальных мер есть и противники. Некоторые считают подобные инициативы первым шагом к ограничению свободы слова в стране. Но депутаты правящей коалиции убеждены, что будущий закон призван бороться с пропагандой, а не с журналистикой. Мы не согласны с тем, что проект ограничивает свободу выражения. Это норма из европейской практики и законодательства Румынии. Речь идет о равновесии между свободой выражения и уважением человеческого достоинства. Если кого-то обвиняют, ему должны дать право на реплику. Обсуждение законодательной инициативы пока продолжается. Владельцы собственных СМИ опасаются того, что после вступления в силу этого закона им придется заполнять эфир контентом собственного производства, что потребует от них дополнительных инвестиций. Екатерина Кочкина, «Настоящее время». Создан прецедент. Литва, первой, кстати, в ЕС, запретила ретрансляцию телеканала РТР «Планета» на своей территории. Запрет будет действовать 3 месяца. До этого решения литовский медиарегулятор в течение 15 дней вел переговоры и консультации с руководством российского канала относительно контента. Однако к взаимному соглашению прийти так и не удалось. Трансляция телеканала РТР «Планета» будет приостановлена в Литве по решению комиссии по телерадиовещанию. Причиной этому послужило подстрекательство к войне и разжигание национальной розни в некоторых программах телеканала. Если содержание программы нарушает закон, мы сообщаем вещателям, что, к сожалению, данный продукт не соответствует законодательству. Последней каплей, переполнившей чашу терпения литовских вещателей, стала программа «Воскресный вечер», посвященная событиям в Украине, в которой некоторые российские политики позволили себе оскорбительные высказывания в адрес украинского народа. Где ваша религия? Подождите. Где ваши священники Донецкой и Луганской? Давайте вернемся. Должен быть. Не должен, но убиваю. Каждый день. Один человек или не один, должностное лицо или нет, установлено. Ненависть, подстрекательство к войне. Окончательное решение было принято после того, как литовской комиссии и представителям российского телевидения не удалось прийти к взаимному соглашению в течение 15 дней после вынесенного предупреждения. Литовские вещатели утверждают, что сообщили о всех нарушениях Еврокомиссии. Это первый случай, когда подобные санкции вводятся в одной из стран Евросоюза. Несмотря на то, что аудитория уже привыкла к определенным программам, если нарушения будут продолжаться, мы готовы отказаться от подобных передач. Вещание РТР «Планеты» будет приостановлено 13 апреля на 3 месяца. Для этого не требуется решение суда. Но если нарушения будут продолжаться и дальше, вещание может быть остановлено на более длительный срок. Дарья Кудрявцева, «Настоящее время». Пришло время передавать слово в Вашингтон. Джохара Царнаева коллегия присяжных признала виновным по всем 30 обвинениям, 17 из которых предусматривают смертную казнь. Александр, ждем от вас подробностей. Спасибо, Сергей. Итак, Царнаев, по мнению присяжных, виновен в подготовке и осуществлении взрывов во время бостонского марафона и других преступлениях. Сегодня гость студии, корреспондент «Голоса Америки» Фатима Тлисова, освещавшая день за днем процесс в Бостоне. Фатима, что теперь? Когда ждать приговора? Теперь наступает вторая фаза. Говоря словами председательствующего судьи, федерального судьи Отула, на следующей неделе он сказал, в любое время в начале недели мы можем вызвать вас обратно в суд, обращаясь к присяжным.
Вторая фаза означает, что сейчас все начнется заново. Защита будет пытаться добиться смягчения приговора, а обвинение будет настаивать на смертной казни. И в итоге вот этой второй фазы присяжные должны вынести приговор. То есть отнюдь Царнаеву не гарантирована смертная казнь, у него есть шансы получить пожизненное заключение. Как вообще был воспринят вердикт присяжных? Главный шанс Джохара Царнаева на смягчение приговора, на получение пожизненного заключения – это все-таки его команда адвокатов. Это звезды американской адвокатуры. Они знают, что они делают. Они уже вели такие дела подобные, где их клиентам грозила смертная казнь. И они были достаточно инертны в первой фазе. Сейчас начнется настоящая борьба за приговор. Как происходило это все в суде, было очень тихо. И Джохар Царнаев и его адвокаты стояли, они просто слушали все эти вердикты один за другим. Каждый пункт оглашался отдельно. Виновен, виновен, виновен. По лицу Джохара Царнаева невозможно было понять ничего. Оно казалось спокойным, но, однако, руки его выдавали. Было понятно, что человек испытывает достаточно серьезное напряжение. В зале в это время было тоже очень тихо. Один из присяжных, напряженно, не отрываясь, молодой человек смотрел в лицо Джохара Царнаева, остальные просто даже на него не смотрели. Люди, которые там были пострадавшие и родственники пострадавших, после окончания они вышли к прессе, они заявили, что они благодарны присяжным за хорошую работу, что Джохар Царнаев действительно заслуживал этого вердикта, потому что он был равноправным участником этого преступления, и они надеются, что это поможет им закрыть вот эту трудную главу в их жизни. Спасибо большое, Фатима. В нашей студии был корреспондент «Голоса Америки» Фатима Тлисова. И еще один судебный процесс, он только начинается. Жителю Нью-Йорка были предъявлены обвинения в участии в заговоре с целью оказания поддержки боевикам исламского государства. Гражданин Узбекистана предстал перед федеральным судьей в Бруклине. Подробности мы рассчитываем узнать от нашего нью-йоркского корреспондента Виктории Купчинецкой. Вика, не слишком ли много сторонников ИГИЛ обнаружено в Нью-Йорке в последнее время? Саша, ну действительно, такое впечатление, что их становится все больше с каждой неделей. Мы вам рассказывали буквально неделю назад, в Квинсе были арестованы 2 женщины, и вот на этой неделе стало известно об аресте еще одного подозреваемого, 26-летнего Дильхайота Касимова, жителя Бруклина и гражданина Узбекистана. Он предположительно связан с еще 3 подозреваемыми, которых арестовали в феврале этого года. 2 из них являются гражданами Узбекистана, 1 гражданином Казахстана. Все 4 предположительно являются сторонниками идеологии джихада, поддерживают исламское государство и собирали деньги на то, чтобы отправиться в Сирию и воевать на стороне исламского государства. Так вот, Касимов непосредственно приехал в аэропорт Джона Кеннеди в феврале для того, чтобы передать $1600, которые он сам собрал, Ахрору Сайдахметову, еще одному подозреваемому, у которого уже был билет в Турцию, который уже собирался садиться в самолет, чтобы потом из Турции переправиться в Сирию. Здесь очень важно отметить, что во всей этой истории очень активное участие принимал тайный осведомитель, который на основании показаний которого всем 4 и предъявлены обвинения. Так вот, адвокат Сайдахметова очень скептически относится к этим обвинениям, и накануне после заседания суда он вышел к журналистам, и вот что он сказал. После терактов 11 сентября было начато много судебных дел, которые ФБР называло террористическими. Но если внимательно присмотреться к ним, в большинстве из них власти на основе религиозных верований граждан привлекают информатора-провокатора, который склоняет граждан к тому, чтобы они на основе своих верований совершали противозаконные действия. И, по моему мнению, это сфабрикованные дела о терроризме. Подозреваемые не представляют реальной террористической опасности.
Здесь очень важно сказать, что глава, шеф полиции, нью-йоркской полиции, похвалил агентов ФБР за вот такую успешную операцию. Но Перлматер, адвокат Перлматер, с ним не согласен. Он считает, что власти должны меньше использовать вот таких информаторов, тайных информаторов, которые зачастую, предположительно, провоцируют людей к определенным действиям, и опираться больше, он считает, что власти должны больше опираться на вот такие тайные сведения, которые и могут, на сбор тайных сведений, которые и могут, собственно говоря, предотвращать реальные теракты. Вот как Перлматер прокомментировал дело Царнаевых. Мы знаем из данных разведки, что российские спецслужбы связывались с американскими спецслужбами и передавали данные о Царнаевых, но их опасениям не было уделено достаточно внимания в Бостоне. А если бы было уделено, может быть, за Царнаевыми более пристально следили, и трагедии в Бостоне, возможно, удалось бы избежать. Ну и возвращаясь к подозреваемому, вот этому новому арестованному подозреваемому в Нью-Йорке, конечно же, на него распространяется презумпция невиновности. Он не виновен, пока не доказана его вина, но если его признают виновным, ему грозит до 30 лет лишения свободы. Саша. Спасибо, это была Виктория Купчинецкая из Нью-Йорка. Еще одно чрезвычайно неприятное для американской полиции происшествие. Офицеру полиции в Южной Каролине Майклу Слейгеру предъявлено обвинение в убийстве. Это было сделано после того, как обнаружилась видеозапись, запечатлевшая, как полицейский несколько раз стреляет в убегающего безоружного чернокожего мужчину, машину которого он перед этим остановил для проверки из-за разбитой фары. Офицер утверждает, что 50-летний Уолтер Скотт напал на него, достал шокер и пытался его применить, но на видео все выглядит иначе. После известных событий в Фергюсоне, Кливленде и Нью-Йорке интерес прессы к теме понятен. Как сказал мэр города Северный Чарльстон, где все произошло, если вы приняли неверное решение, то неважно, полицейский вы или рядовой гражданин, последствия неизбежны. Передаем слово Праге. Украинский парламент запретил пропаганду коммунизма и нацизма в стране. Сергей. Так и есть, Александр. Также теперь дело могут возбудить и за публичное отрицание преступного характера этих режимов и распространение соответствующей символики. Законопроект не запрещает идеологию, что неприемлемо для любой демократии. Мы запрещаем режимы. Именно так объясняют депутаты. Сегодня же Верховная Рада решила открыть секретные архивы КГБ и других спецслужб УССР. О событиях советского прошлого сегодня говорят и в Грузии. Вспоминают 89-й год, кровавый разгон мирной демонстрации в Тбилиси. Зора Абдвали. В 4 утра, ровно в час, когда 26 лет тому назад спецназ и войска советской армии приступили к кровавому разгону мирной демонстрации в Тбилиси, пришли сегодня к месту трагедии политики, представители власти, рядовые тбилисцы и гости столицы. Траурные венки, красные тюльпаны и свечи у мемориала жертвам, а также тяжелые воспоминания о той ночи, полные ужаса и отчаяния. Тогда в результате применения военными саперных лопаток и слезоточивого газа погиб 21 человек. Агония Советской империи началась именно здесь, в Тбилиси. Это трагический день, но одновременно и символ борьбы за независимость и свободу нашей страны. Добрый вечер. Здравствуйте, товарищи. Трагедию столицы Грузии тогда центральные газеты и телевидение пытались выдать за восстановление конституционного порядка силами МВД, а митингующих – за кучку агрессивной молодежи, бесчинствовавшей под воздействием спиртного и наркотиков. Но времена были уже не те. И видеозапись о зверствах военных в ту ночь в центре Тбилиси облетела весь мир. Официальная версия событий, озвученная генералом Родионовым, отдававшим в ту ночь приказы, вызывало только еще большее раздражение в Грузии. Стало ясно, что бывшая Советская Республика становится неподконтрольной Москве. Буквально через 2 года, в этот день, 9 апреля 1991 года, Грузия обретет свою независимость. Пролитая здесь невинная кровь патриотов воплотилась в акте независимости Грузии. Естественно, мы всегда будем чтить память людей, которые на этом месте защищали нашу будущую государственность.
Память о тех событиях остается для грузин ярчайшим напоминанием о деспотизме советского строя. Траурные мероприятия прошли сегодня и в других городах страны. Зураб Двали, Гога Чкони и Давид Симонишвили специально для программы «Настоящее время». Продолжаем. О чем говорят сегодня по ту сторону океана. Одна из главных тем – недавние договоренности по иранской ядерной программе. И вот они, похоже, снова под вопросом. Александр, расскажите о причинах. Действительно, это одна из главных международных новостей. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не будет подписывать никаких соглашений по ядерным вопросам с Западом, если все международные санкции не будут сняты. Таким образом, судьба окончательной сделки по ядерной программе Ирана, которая должна была заключена к 30 июня, опять не ясна. Хотя буквально на днях стороны говорили о серьезном прорыве, достигнутом в Лозанне. Новость из Тегерана застала Барака Обаму на Ямайке. На родину музыки регги глава Белого дома прибыл в преддверии саммита стран Карибского бассейна. Его называют «Саммит Америк». Обычно это мероприятие не вызывает большого внимания американской прессы, но не в этот раз, потому что в нем примет участие Куба. Обама в ходе саммита воочию встретится с лидером Кубы Раулем Кастро. Впервые с тех пор, как было объявлено о начале нормализации американо-кубинских отношений. Прошлый саммит Америк, проходивший в Картахене, Колумбия, в 2012 году, запомнился скандалом вокруг агентов секретной службы США и проституток. В этом году в центре внимания окажется все же политика, а именно Куба. Делегация из Гаваны будет за столом переговоров впервые. В декабре прошлого года президент Обама объявил о прекращении полувековой изоляции. Наша политика в отношении Кубы меняется в тот момент, когда на американском континенте происходит обновление лидерства. В апреле этого года мы готовы приветствовать Кубу среди других стран нашего полушария на саммите Америк. Именно за счет потепления отношений с Кубой США и рассчитывают заново укрепить свою роль лидера в Латинской Америке, которая в последние годы ослабевала, как отмечают аналитики, из-за экономической слабости США и развития сотрудничества региона с Китаем и другими странами. Изоляция коммунистической Кубы со стороны США уже много лет беспокоило государство Латинской Америки. На саммите в Картахене лидеры региона возмутились, что Вашингтон не допускает участия Гаваны в этих мероприятиях. По словам Майкла Шифтера из Вашингтонской организации «Межамериканский диалог», приглашение Кубы на саммит – это многозначительный жест. Это имеет огромное символическое значение на фоне последних 50 лет, когда страна подвергалась изоляции и притеснению со стороны США, когда с ней обращались не как с суверенным государством. Так что для латиноамериканцев это очень и очень важно. Однако противники восстановления отношений с Кубой называют ее участие в саммите шагом назад для демократических идеалов в регионе. Фрэнк Кальсон из Центра за свободную Кубу в Вашингтоне обращает внимание, что Куба не провела демократические реформы и, в отличие от Венесуэлы, не имеет избранного правительства. Есть разница между несовершенной демократией, где нарушаются права человека, и тоталитарным режимом, где есть законы, которые фактически отказывают людям в их правах. Участие Кубы в саммите в Панаме будет иметь преимущественно символическое значение. Вашингтон по-прежнему причисляет Кубу к списку государств-спонсоров терроризма. Предполагаемый разговор с Раулем Кастро о нарушениях прав человека на Кубе не обещает быть легким для американского президента. Надо помнить, что многие видные представители Конгресса считают, что Обама не должен идти на уступки. Однако оппозиция на Кубе приветствует открывающуюся возможность для страны выйти из изоляции. Это кубинский рэпер Эль Критико дель Арте, или искусствовед. Артист демократических взглядов, он провел в тюрьме 6 лет. И стал одним из 52 активистов, освобожденных на Кубе в декабре. Но в этом же месяце произошло и вот это. Полиция Гаваны жестко подавила демонстрацию борцов за права человека. Мы видим, что некоторых узников совести и диссидентов бросили обратно в тюрьму. Некоторые другие диссиденты подверглись преследованиям. Помощник госсекретаря Роберта Джейкобсон заявила, что президент Обама будет говорить о правах человека с кубинским лидером Раулем Кастро и представителями кубинского гражданского общества во время предстоящего саммита Америк. Дабы убедиться в том, что мы посылаем четкий сигнал в те места, где политическое и общественное пространство либо закрылись в последние годы, либо остаются закрытыми, как на Кубе, мы оказываем поддержку тем, кто продолжает мирно бороться за то, чтобы это пространство открылось. Кубинцы сделают упор на том, что это наши внутренние дела.
И нечего вам совать свой нос в наши вопросы прав человека. Повестку в США, вероятно, сосредоточат на вопросах гражданских прав. А Куба, скорее всего, будет указывать на события, подобные тем, что были в Фергюсоне, в качестве примера проблем с соблюдением прав человека в США. Рэпер Эль Критико Дель Арте говорит, что перемены наступят тогда, когда кубинцам позволят вести обмен идеями с теми, кто живет в демократическом обществе. Передаем слово Праге. Сергей. Ким Кардашьян, американская телезвезда, актриса и фотомодель с армянскими корнями, прибыла в Ереван с визитом. Цель поездки – привлечь внимание к 100-летней годовщине массового убийства 1,5 миллиона армян. Въезд семейства Кардашьян в Ереван вызвал ажиотаж. Американскую модель и звезду реалити-шоу встречали с хлебом и солью девушки в национальных костюмах. Ким Кардашьян приехала в армянскую столицу в сопровождении мужа, рэпера Канье Уэста, маленькой дочери и младшей сестры. Звездное семейство будет путешествовать по Армении 8 дней. Их приезд приурочен к наступающей 100-й годовщине массового убийства армян в Османской империи. Поклонники ждут, что Кардашьяны привлекут внимание людей со всего мира к памятной дате. Она очень известная личность. У нее миллионы поклонников. На Фейсбуке и в других социальных сетях за ней следят десятки миллионов людей, не из Армении. Если они узнают про геноцид, про то, кто мы такие и что с нами произошло, мне кажется, это будет хорошо. Предки Кардашьян эмигрировали в США в конце 19 века. Сама Ким Кардашьян неоднократно призывала международное сообщество признать трагические события 100-летней давности геноцидом. Официальная Турция не согласна с такой формулировкой. И далее программу продолжит Вашингтон. Рассказ об одном удивительном мастере штата Вайоминг. Слава о нем разнеслась далеко за пределами США. Коллеги. Лучший подарок ковбою – седло. Производством седел занимаются многие фирмы, а вот седла для верховой езды, изготовленные вручную, встречаются гораздо реже. В Джексон-Холл есть такой человек, и нашему корреспонденту он раскрыл секреты мастерства. Кит Вэлли всегда хотел стать ковбоем. В юности его вдохновляли картины Чарли Рассела, художника, прославлявшего старый американский Запад. Это все искусство Дикого Запада. Оно подогревало мой интерес к ковбойской жизни. Истории, которые он писал, свидетельствуют о приключениях, которые он собирал, подпитывали интерес именно к этому. Долгое время Вэлли работал на ранчо, но после нескольких очень холодных, тяжелых зим и проблем с суставами Кит увлекся изготовлением седел. В 1994 году я занимался лошадьми и заказал седло одного джентльмена, который, на мой взгляд, чересчур долго над ним работал. И тогда мы договорились, что если он отдаст мне все материалы, я не буду в претензии к нему, а седло сделаю сам. Вот так все это и началось. Вэлли сделал 12 седел, прежде чем решил отправиться в Шератон, в штате Вайоминг, город, славящийся мастерами этого ремесла. С тех пор на счету Кита уже более 60 седел. Для рекламы своих шедевров у него есть страница в интернете, которой он все время занимается. Большинство заказов у меня от Калифорнии до Флориды. Поразительно, иной раз кажется, что придумал классный рекламный ход, а он гроша ломаного не стоит. А потом вдруг Facebook появляется, и ты думаешь, ну это не для меня. И вдруг все срабатывает феноменально. Тайны производства седел в былые времена тщательно оберегались. Некоторые из мастеров настолько боялись раскрыть свои секреты, что если видели, как кто-то собирается к ним в мастерскую войти, тут же закрывали чем-нибудь заготовку, чтобы никто не мог понять, что они и как делают. Теперь времена изменились. На дворе информационная эпоха. И Вэлли не то что не скрывает, а дает на своем сайте советы о том, как работать с кожей. В его мастерской даже в мелочах заметна любовь, с которой Вэлли относится к седлам. Вот на этих седлах спинка сиденья похожа на лопату, поэтому их называют лопатами. Это высокое седло. А вот это более традиционный стиль, оно шире. Основа тут деревянная, вручную сделанная, а потом обшитая сыромятной кожей. Многочисленные инструменты, трафареты, молотки, кожа выделанная и сыромятная. Тут есть все, что нужно для создания седла. В старые времена за седло платили в 10 раз больше, чем за лошадь. Сегодня все наоборот. Для сегодняшнего ковбоя, даже новичка, седло, сделанное мастером Билли, может определить ощущение от езды и чувство безопасности. Езда становится заметно лучше. На этом наш выпуск подошел к концу. Я, Александр Панов, с вами прощаюсь и передаю слово Праге. Сергей.
Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в социальных сетях и в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время Сергей Дорофеев. Всего доброго, до свидания.